Здравствуйте, меня зовут Сапкеев Майдар, я старший инспектор пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Здравствуйте, дети! Сегодня я расскажу вам о правилах пожарной безопасности в лесу и как правильно обустроить место для мангальной зоны. С наступлением теплой погоды люди все чаще начинают выезжать на природу для отдыха, разводить мангалы и жарить шашлыки. Перед началом нашего урока я хотел бы обратить ваше внимание, что спички детям не игрушка. И что мангалы разжигать должны только строго родители. Вы никогда не должны прикасаться к мангалам самостоятельно. Для начала, перед тем, как выбрать место для отдыха, рекомендуем вам выбирать специально для этого отведенные места. То бишь в обычном лесу, куда мы захотели и приехали, такие места лучше не стоит выбирать. У нас в городе существует список определенных таких мест. Если что, родителям тоже об этом расскажите. Перед установкой мангала необходимо расчистить зону под мангал. Перед этим на расстоянии от мангала на 2-3 шага от каждой стороны вот площадочку вы должны расчистить. Примерно эта площадка 3 на 3 метра. Очищаете площадку от сухой растительности, от шишек и от всякого горючего мусора. Мы поставили мангал, туда засыпаем угли. Рекомендуем разжигать мангалы специальным средством для розжига вот этих вот углей. Кроме того, не забывайте, что возле мангала, рядом с вами, обязательно должна находиться бутылка или ведро с водой, чтобы в экстренном случае мы могли быстренько погасить тлеющие угли. После того, как мы установили этот мангал, сделали все свои дела, пожарили. Естественно, перед уходом нам необходимо удостовериться в том, что наши угли тщательно потушены. Чтобы это сделать, вы можете взять эту самую бутылку с водой, ведро с водой и залить угли до полного окончания тления. Либо, если воды нету, вы можете воспользоваться землей, песком и также засыпать мангал, чтобы в дальнейшем огонь не распространился на лес. Кроме того, не стоит забывать и еще о немаловажном. Не надо разводить мангал в ветреную погоду. Из-за того, что ветер может разбросать эти угольки, и, естественно, дальше может произойти несчастье. В конце еще хотелось бы вам напомнить правила поведения в лесу. Находясь в лесу, не стоит разбрасывать спички, окурки, стеклянные бутылки. Объясню, почему стеклянные бутылки нельзя разбрасывать. В стеклянной бутылке может остаться вода, или пустая, и сама стеклянная бутылка может выступить в роли лупы. А вы знаете, как эффект лупы, когда на солнце наводим мы его, горючий предмет, на который мы вводим луч от лупы, может загореться. И это, естественно, может вызвать лесной пожар, который может привести к трагедии. И самое главное, дети, соблюдайте требования пожарной безопасности, чтобы в дальнейшем не случилось беды. Дети, обязательно расскажите эти правила своим друзьям и знакомым, конечно же, своим родителям. Но в случае, если вы стали свидетелем пожара, незамедлительно сообщайте об этом на телефон пожарно-спасательной службы 101 или 112.